Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу АТР, як у тимчасово окупованому Криму, так і у всій Україні і в різних країнах світу, де дивляться наш канал. Дякую вам за допомогу, за солідарність. То, що ми разом боремося з російською пропагандою під час, коли Збройні Сили України б'ють ворога на фронті. І зараз я дуже радий, що до нас долучився відомий колишній російський блогер, журналіст, а зараз людина, яка живе в Європі, конкретно в Словаччині, в Братиславі. Людина, яка дуже яскраво аналізує, і дуже яскраво і дуже щиро аналізує ситуацію в Російському Рейху. Напевно, ви вже здогадалися, хто це. Це Олександр Сотник. Пане Олександре, вітаю тебе. Приветствую. Здравствуй, дорогой АТР. Я приветствую всех зрителей канала АТР, которые я очень люблю. Олександр, а скажи, будь ласка, чи ти вже розумієш українську мову, чи все ще недостатньо? Бо ж словацька, вона трохи схожа. Трохи схожа. Да, схожа, но помало расправываем по-словенски, но скажу так, я очень скоро буду уже понимать. Добре. Бажаю успіхів у вивченні словацької мови. Так, українською правильно словацькою, а словаки кажуть слов'янську, так? По-слов'янськи. Говоримо по-слов'янськи. Але зараз, на жаль, немирний час, і ми не розмовлятимемо про Словенію, Словакію. Хоча, знаєш, я хочу запитати в тебе, а як, давай з цього так неочікувано почнемо. А як аналізують словацькі ЗМІ ситуацію на фронті, ситуацію взагалі між Росією і Україною, ситуацію війни? Яка підтримка в суспільстві України? Яка підтримка з боку уряду України, з боку уряду Словаччини України? То, що там технікою, ну що відомо, що публічно оголошено в пресі, там що ти бачиш, про що ти чуєш? А потім вже я перейду на мову країни-окупанта. Відповідає вже. Прошу. Я так скажу, здесь недавно в Словакии был проведен опрос, узнали мнение общественности о том, кого поддерживают Словакии, сторону Украины или сторону России. Так вот, порядка около 20% словаков заявили, что они хотят победу России. Да, я сам удивился, но самая большая опасность заключается в том, что 1/5 часть, это же не большинство словаков, это, как правило, люди пожилого возраста, которые подвержены вот этим всем, этому совку, ну, еще с тем совковым менталитетом. Не забываем, что все-таки была страна такая Чехословакия, которая входила в Варшавский договор и находилась под пятой Советской империи. И, надо сказать, и чехи, и словаки прекрасно помнят 1968 год. Они прекрасно помнят танки на улицах Праги, и через Словакию шли танки. И все это прекрасно помнят. Но вот 20% словаков, тем не менее, латентные совки. Никуда от этого не деться. Но большинство словаков, конечно, большинство, они поддерживают Украину и хотели бы победы, желают победы украинскому народу. Другое дело, что вот эти 20%, 19,8%, ну, грубо говоря, 20%, да, каждый пятый, эта цифра очень возбудила пропагандистов в России. И они разогнали уже до такой степени, что как будто бы большинство словаков поддерживают Россию и так далее. Так вот, это вранье. Это вранье. Большинство словаков поддерживают Украину. Не верьте российской пропаганде. Ну, мы не верим. Что касается правительства, официальной военной помощи, то, что ты знаешь, конечно. Ну, я знаю, что Словакия военную помощь оказывает, и это происходит на правительственном уровне. Эту поддержку поддерживает, эту позицию поддерживает и президент Словакии Зузана Чапутова. Поэтому
Словакия поддерживала и будет военным образом поддерживать. Ну да, и причем я же помню эти установки Зузанны, которые тезки президента, пани президентки, да, и мы помним их, и я знаю, что, 20%, наверное, совки есть совки, что тут ты сделаешь, да, но есть рядом Венгрия, да, и есть другие страны, которых гораздо более плачевно от влияния русской пропаганды, так что в Словакии немного таких уж ватников, да, и Словакия наша братская страна, я знаю от беженцев, которые там оказались, что отношение словаков их даже приятно удивило. Прям первые дни войны, очень участие большое, очень, то есть они открыли многие для себя. Вот так было, к сожалению, да, что мы жили в каком-то своем мире, больше тянулись к русским, бывший совок вот это, да, на эти страны мы их не очень-то и знали или относились предвзято. А выяснилось, что вот поляки братья, словаки братья, и так далее, всех перечислять не буду, про страны Балтии и говорить нечего. Но давай проанализируем. Со Словакией все понятно, все непонятно с Русским рейхом, по крайней мере, у всех свои версии того, что происходит, того, что может происходить, будет происходить и так далее. Вот съездил, значит, вот этот вот товарищ фюрер съездил в Самарканд, на Шанхайскую организацию сотрудничества. Там сбор, конечно, своеобразный был. Фактически все там диктаторы в той или иной степени. Не все, конечно, но много диктаторов. Компания вроде бы дружественная и комфортная для Владимира Путина, но многие говорят, что что-то пошло не так. Вот так или не так что-то пошло, я прошу тебя подробно проанализировать, а там я буду уточняющие вопросы задавать уже. Там все пошло не так. Дело в том, что эта шанхайская организация, она и задумывалась для диктаторов, среднеазиатских диктаторов, турецкого диктатора Эрдогана, там, китайский товарищ очень хорошо себя чувствовал. Дело в том, что эта встреча показала, что эти господа диктаторы, они перефокусируются со стороны Москвы в сторону Пекина, в сторону Анкары. Доминирование нашего самца, не нашего, пещерного самца, закончил. По большому счету, все, кто мог, помнишь, да, он раньше так любил заставлять себя ждать во время встреч. Его ждала даже королева Британии. Да, но это все заметили, что теперь даже президент, я прошу прощения за слово «даже», но просто размер страны и влияние, президент Кыргызстана пришел позже. Но это как бы общее место, Саша. Вот как твой личный анализ вот этого отношения такого, его выступления, его вот этих вялых каких-то оправданий, вот все по-разному анализируют. Хочется знать твое именно отношение. Глобально от Путина потребовали наконец-то заканчивать всю эту украинскую историю, называется либо туда, либо обратно. Об этом ему сказал и Си Цзиньпин, об этом ему сказал и Эрдоган. Эрдоган от него фактически потребовал: давай уже скорее какую-то развязку, предлагай. Ты говоришь, что хочешь закончить. Давай предлагай. Господин Патрушев недавно, кстати, это очень важно, я хочу на этом тоже сфокусировать внимание зрителей. Господин Патрушев на днях летал срочно в Китай. И говорил он там, и разговаривал с китайскими товарищами именно об Украине и о будущих событиях на украинском направлении. Я не знаю, меня там не было, и у меня нет инсайта, но по ощущению они там до чего-то договорились. Судя по тому, что начало происходить после этой встречи. А после этой встречи в Государственную Думу Российской Федерации занесли целый пакет законов, точнее поправок к Уголовному кодексу, где уточняется понятие «военное время», «всеобщая мобилизация», просто «мобилизация» и так далее и тому подобное. То есть ответственность за уклонение от мобилизации, ответственность за дезертирство и так далее. Это было принято срочным порядком в 3 чтениях, уже принято. И стало известно о том, что на территориях Украины, на так называемые Лыныры, Запорожье и Херсонская область, с 23 по 27 сентября
будут проведены так называемые путлореферендумы. Это говорит о том, что Кремль таким образом дает ответ и Китаю, и Эрдогану, да, Турции в лице Эрдогана, о своих намерениях, ближайших своих намерениях. Путин будет выступать, уже готовится его обращение к глубинному народу. Я понимаю, что в сложившейся парадигме происходящей Путин может объявить либо о всеобщей мобилизации, либо о частичной мобилизации. И вот мне именно как аналитику это та самая развилка, она очень важна. Если будет всеобщая мобилизация, то это один сценарий. Если частичная, ну, допустим, на приграничных областях, Курская область, Белгородская область, Воронежская, Орловская, то это другой сценарий. В любом случае, Путин не хочет проигрывать эту войну. Господин Стрелков-Гиркин уже отличился, уже высказался по этому поводу. Он написал примерно следующее, что украинцы, у вас есть месяц для того, чтобы типа очистить всю свою территорию, потому что потом хлынет поток мобилизантов, мобилизованных из России, и мы, значит, Россия вас сметет к чертям собачьим. Это очень... Я понимаю, что у Гиркина такие хотелки, и совсем не обязательно, что в Кремле примерно так думают, но в последнее время усилилась именно ядерная. Этим стал грешить, он и раньше этим грешил, но теперь совсем уже впал в полный грех. Господин Гурулев, есть такой генерал-лейтенант в отставке, он ныне депутат Госдумы от «Единой России», Андрей Гурулев. Он очень часто стал выступать на манеже фашистского цирка у Соловьева вместе с Симонян. И он заявил, что мы знаем центры принятия решений, они находятся в Берлине и в Лондоне, и мы, значит, будем наносить по этим центрам принятия решений ядерные удары. Вот он нахлебался храброй воды в очередной раз, уже готов ударить. Госпожа Симонян отличилась опять, написала о том, что близится час X, значит, будет мобилизация. Мы либо эту войну выигрываем, пишет Симонян, либо вступаем в мировую войну. Поэтому настроение в Кремле и около Кремля совершенно, я бы так сказал, с криком «Бонзай». Это уже камикадзе. Они камикадзе. Они, как же они говорили-то, мы эту войну не проиграем. То есть весь мир, все человечество может проиграть, они точно не выиграют. А вот мы не проиграем. Поэтому сейчас ситуация, с одной стороны, я очень рад за ВСУ, которые продолжают свое наступление и показывают отличные, просто. Но я не хочу их перехваливать, я просто констатирую, что ВСУ, вы молодцы. А с другой стороны, телека в Кремле и настроения уже такие, то они готовы идти в последний и решительный бой. Поэтому либо сейчас будет мобилизация в прифронтовых областях, либо будет мобилизация всех этих диванных пивных богатырей, которые 30 лет и 3 года сидят на диване, пялятся в телевизор, с ватой в голове и говорят: давай, Володя, ты недостаточно Путин, давай уже, Володя. Вот сейчас им скажут: вот тебе большой мешок, упакуйся. Саш, к сожалению, не идеальный звук. Может быть, лучше без наушников попробовать. Я не знаю, с какого ты гаджета выходишь, но немножко концы слов обрубаются, к сожалению. Или ты считаешь, что так лучше всего, как сейчас? Ну, я пока... Нормально, да? У меня со связью все хорошо.
Хорошо, все, просто хорошо. Нет, все слышно, просто я думаю, может быть, как-то лучше можно. Окей, но смотри, пока имеет место мобилизация зэков. Из города, где мне, в кавычках, посчастливилось родиться и вырасти, Тамбова, там много зон достаточно, но это может быть там не Урал и не Сибирь, но зон много, как для России. Вообще там много, в принципе. Это, чего много, того много, да? Вот. Говорят, 400 зэков повезли ну, сдавать на мясокомбинат, скажем так, в Украину. Да? Насколько как ты оцениваешь? Вот, ну, наши военные скептически отзываются об их боевых качествах, вот, скептически ну, про их боевой дух. То есть зэку главное, что выбраться из камеры. А там уже, как помнишь этот анекдот, где в верхний люк, там немцы, в передний люк, там в задний люк, в нижний люк, а там менты. Да? То есть, в принципе, невозможно предсказать, может, они там зомбированные так, что готовы умереть за родину, там какие-то воры-убийцы. Может быть, нет. Как ты оцениваешь вот этот шаг со стороны, ну, и вот этого повара, так называемого Путина, Пригожина, и одновременно его поддержали как бы со своих сторон, поддержал Гоблин Аксенов, гауляйтер Крыма, и, значит, Кадыров, солдат Путина, которые, значит, начали соревноваться в риторике вот этой шовинистической, и какие-то еще пара, по-моему, глав регионов, причем не приграничных с Украиной регионов, значит, выразили готовность собрать свои там мини-батальоны, армии, и даже назвали, у украинцев украли название добровольческие батальоны там и так далее, по 1000, по сколько-то. Вопрос, ну, начиная с зэков, просто я знаю, что ты любишь подробно отвечать, начиная с зэков, дальше вот этих так называемых губернаторов, и почему не все их поддержали, что это за странная история, да? Вот обычно команды же по бараку отдают всем, да, а тут как-то типа самодеятельность, в которой я не очень верю, да? Вот. И еще была история про то, что хотят каждого олигарха не просто повязать уже там санкциями, они же все уже давно под санкциями, за крымские дела, за разные дела, но повязать именно кровью, сделать из них террористов, то есть перевести их в будущие Гааги условные, в будущем трибунале, мы не знаем, где он будет, да, в разряд убийц уже, террористов, никаких там коррупционеров там, или подельников и так далее. Вот развернутый ответ на этот вопрос, мне кажется, очень интересен. Как ты это видишь? Но этот призыв зэков, скажем так, этот зэковский призыв через Пригожина, он был необходим, был необходим Кремлю в это безвременье, когда старое мясо заканчивается, кушать, а новое пока еще не подвезли, пока еще не объявили мобилизацию. Какое-то мясо новое на прожарку надо. Тут, конечно же, история с зэками, она прям напрашивается, она очень органична. Среднестатистический зэк, носитель куполов на спине, я думаю, он живет на поле боя в современной войне совсем не дома. Он очень плохо подготовлен, он плохо оснащен, он не мотивирован. Его единственная мотивация, по крайней мере, я же тоже слышал и видел это видео, где Пригожин пытается вербовать зэков, он говорит о 6 месяцах вроде как, и типа через 6 месяцев ты полностью очистишься перед Родиной и идешь, летишь домой вольным летом. Но на самом деле все это, конечно же, не так. Я слышал, мне прислали телефонные разговоры самих зэков, которые там под Новочеркасск колония, и вот из этой колонии мне прислали запись телефонного разговора самих зэков, как они звонят своим родственникам и говорят, что у них вот есть такое слово хорошее. Нет, говорит, полгода, конечно, заманчиво, но полгода не пропетляешь. Не пропетляешь. Речь не о войне, речь о том, чтобы пропетлять, понимаешь? Ну, остаться в живых, грубо говоря, остаться в живых. Остаться в живых, совершенно верно. Это такая смертельная игра, и поэтому ни о какой мотивации там речи быть не может. Ну, какие из них вояки? Они карманы щипать, ну, там кого-нибудь изнасиловать в подворотне, кого-нибудь прирезать за кошелек. Это да. А вот так, чтобы за какую-то идею, за Родину, за Путина, так. Поэтому насчет зэков это прокладка. Это прокладка, это решение зэков, это прокладка между старым и новым мясом. Все, не более.
ну, не смогут они очень много зэков набрать. По данным Оли Романовой, по-моему, 10 тысяч. Оля Романова — это основатель движения «Русь сиящая». Да, она знает ситуацию с Да, зэками. зрители. Объясняю. Говорит, где-то 10 тысяч зэков всего набрал Пригожин. Ну, может быть, даже 2, допустим, даже 12. Ну, 15. Хорошо. И что? Но это ничто для Хаймарса, для современного оружия, которым наводнена уже Украина, и которым она активно воюет и грамотно воюет. 15 тысяч зэков. Поэтому, конечно, теперь насчет призыва Кадырова — это чистой воды схематоз. Это то, что я называю у власти схематозники. Да? Жулики, бандиты, схематозники, фашисты. Поэтому они всегда рисуют какие-то схемы. Было желание Путина не объявлять мобилизацию, как-то избежать. И они начали рисовать, придумывать всякие схемы. Каким образом мы можем продлить даже не частично, а именно скрытую мобилизацию? Как мы можем? Вот этими схемами. Мы спускаем каждому губернатору такую разнарядку. А ну-ка давай губернаторский батальон. 1000 человек. 86 регионов, 86 тысяч наберем. Но очень быстро выяснилось, что схематоз этот не катит. Потому что где людей-то взять? Да, действительно, также схематозники обязали, например, «Газпром», российские железные дороги, активно вербовать своих работников на войну. Ну, хорошо. Железнодорожников, да? Следующий кто? Будет полк железнодорожников. Хорошо. Будет полк газовиков. Ну, хорошо. Дальше что? Дальше будет полк ЖКХ набираться. Из кого? Из сантехников, чтобы с унитазами общаться, там, выносить. Ну, ты знаешь, краны. Саш, я маленькую ремарку сделаю. Мы тут видели уже сотрудников ЖКХ, узбеков, которых в вагнеровскую компанию купили. Примерно мы знаем, чем неквалифицированный какой труд делают выходцы из Средней Азии, чем они занимаются. Вот, похоже, вот такие. Они говорят, мы работали там где-то, работали в Москве, их, значит, завербовали, пообещали денег. То есть вот такие случаи пленения таких людей уже были. Да. Ну да, вот он, дворницкий батальон, заметающий следы. Вот, пожалуйста. Поэтому я думаю, что это уже отмирающий вид призыва, Угу. гибридного призыва. Потому что Путин уже весь гибридный, и его окружение схематозничает. Поэтому теперь уже наступает совершенно другой этап. Стало понятно, что эти схемы, если работают, то очень плохо. Мяса мало. Нужно больше. Качественно больше, количественно больше. Угу. Поэтому тут уже без призыва никак не обойти. Нужно объявлять. Поэтому принимаются законы о мобилизации, о военном времени. Я не исключаю, что Путин в ближайшее время, может быть, даже объявит войну. Потому что ему необходимо дать ответ. Ответ Китаю, ответ Анкаре. Вот мы будем делать так. Это мы раньше, как он скажет, у нас была специальная военная операция. Но теперь я считаю, что мы ее заканчиваем, и мы начинаем полноценно воевать. Как же он так сказал? Не начинать, да? Теперь он скажет, вот теперь мы начинаем. Что там дальше? Я думаю, ВСУ разберут. Да, разберутся, безусловно. Тем более, что мы ждем на полноценный ленд-лиз, который будет включать в себя такие вооружения, и такое количество вооружений, которое, может порадовать любителей свежего мяса в России. Вот. Но само это мясо вряд ли порадует. И, кстати говоря, Юрий Бутусов написал сегодня, это известный украинский журналист, в том числе и военный аналитик. Он написал, что сдался один российский офицер, кадровый, между прочим, не какой-то призванный, да. Он 5 минут повоевал, сдался и сейчас чинит танки, служит в ЗСУ уже.
ну, не знаю, как служит формально или нет, наверное, нет все-таки, но он чинит российские танки, причем он отмечает их очень низкое качество, то есть с 2 танков можно собрать там где-то один, ну, там, то есть запчасти плохие, все плохое, прикручено плохо и так далее. Но вот он помогает Сбройным силам Украины разбираться с этим русским ленд-лизом, который, ну, начиная с харьковских событий, там ленд-лиз такой был, что, ну, как бы сказать, да, было даже удивительно, насколько они быстро бежали, насколько они бросали свою технику, и что страх был такой большой, что они не боялись там никаких, там, говорят, таких наказаний, там, чего-то, ничего, бежали и все. То есть у страха глаза велики, они в одну сторону смотрят. Вот, значит, также, ну, зэки обсудили уже. Ну, вот это всеобщая мобилизация. Вот кто под нее может подпасть, да? Ну, когда-то там обыватели, которые сидят у своего холодильника там, с сосисками, пивом и водкой, да? Либо молодежь там, да, которая там, ну, не знаю, призывники, либо еще кто-то. Вариантов куча, но я вот, учитывая, что все это время воевали профессиональные войска, кадровые дивизии, ну, кадровые бригады, дивизии, не знаю, как там у вас делится, у них делится. У них ВДВшники всякие там. Ну да, да, они все были разбиты, все, ну как бы все потерпели поражение практически из кадровых дивизий, из гордости вот этой так называемой армии, второй армии мира. И вот насколько, да и, честно говоря, и техника поиздержалась, и всего остального больше не стало точно, да, вот. Поэтому насколько может усилить эффективно воевать на вот это пополнение потенциальное, о котором ты предупреждаешь, что это может быть. Хотя Путин говорит нет, но когда он говорит нет, это можно трактовать как да, совершенно спокойно, да. И вот он объявляет войну, там это, и что? Эта армия усилилась, и что вообще? Или же эта армия будет очень достаточно хрупкая, которая начнет там сдаваться, бежать, и если так, то есть не желая умирать, да, если так, то насколько это, ну, опасно, чревато для внутриполитической ситуации, и вообще какова она сейчас? Я понимаю, что там не живешь, но ты очень плотно общаешься с людьми там, поэтому у тебя точно есть видение, в отличие от меня, например. Но дело в том, что мы про инфантильность российского общества уже говорили. Мы уже говорили о том, что общества как такового нет. Есть распыленные какие-то индивидуумы, которые ни во что не лезут, что ничего не касается. Мы тут ни при чем. В общем, такое сборище инфантильных ни при чем. Когда на горизонте замаячит мобилизация, конечно, часть из них попытается как-то спрятаться, как-то избежать этого, но на самом деле их все равно погонят батагами. Что будет дальше? Мое видение таково, что эта армия будет достаточно, условная армия, да, эта орда, будет достаточно быстро прожарена, разбита, будет очень много трупов, будет очень много убитых. Ну, в общем, ребята жигулята, что тут еще сказать. Но это будет последнее перед окончательным решением Путина о нанесении удара. Его сейчас, с одной стороны, Китай не одобряет это. Он, товарищ Си, насколько мне известно, сказал Путину, даже не надо этого делать, не вздумай. Ну, Запад, объединенный Запад, условно, тем более говорит, только подумай, ну, тебе прилетит привинтить. Но настроение его окружения, более того, ему докладывают, что на такой удар есть запрос уже снизу. Называется царь-батюшка. А не пора ли, так сказать, жахнуть? Потому как, совсем уже вассалы оборзели. Они гонят нашу великую армию. Они, значит, унизили нашу великую армию, которая известна Красной армии всех сильней. Поэтому вот когда говорят, что да, Путин, он колеблется, опять же, снизу, Путин, ты недостаточно. Мы от тебя ждем боевых, мощных огненных решений, так, чтобы мало никому не показалось. И там в его окружении уже выстроилась очередь. Если царь-батюшка колеблется, кнопочку нажать, наши пальчики тут рядом, мы, если что, ему поможем.
там внутри такая мотивация у путинского окружения, просто какая-то дьявольская мотивация. Причем мне, когда говорят мои недруги, типа, Сотник работает на Кремль, а знаете, почему он работает на Кремль? Потому что он всех пугает ядерным оружием. Ребята, покажите, в каком месте у меня красная кнопка начесана. Покажите. Я этим не грешу, у меня нет красной кнопки. И про «они сдохнут, а мы в рай» тоже не Сотник говорил. И когда все орали, что да ничего, Путин не решится, он не рискнет, он понтуется, казалось, что все-таки, к большому сожалению, я прав, и он все-таки рискнул торгнуться на территории Украины уже открыто. Другое дело, что по щам получил, он и не мог не получить. Это было понятно уже 24 февраля, что он огребет. Но он не хочет признавать своего поражения. Абсолютно с тобой согласен в его нежелании признавать поражение и в том, что угрозы ядерным оружием звучат из его уст и из уст его вот этих клевретов. Все это понятно, но все-таки есть небольшая разница между оккупацией Крыма в 2014 году, когда тоже многие говорили, что он не решится, да, зачем ему это надо, это ему невыгодно. Потом говорили, зачем это надо, это ему невыгодно, это все Америка врет, CNN там и так далее, нагнетает, и Байден нагнетает. Вот, что он не решится, но это мы все смотрели с своей стороны. Ну, кто не мы, а люди, которые это анализировали, да, он таки решился, вопреки якобы тому, что ему невыгодно, там вот что логика подсказывает другое, логики у маньяков, они другие немножко логические цепочки, но все-таки он решился напасть, судя из его слов опять, анализируем только открытые источники, из его речи вот этой 24 февраля, фюрерской речи, он решился напасть, имея в виду, что Украина не окажет сопротивления, имея в виду, что Запад не впишется там, да, что испугается, что газовый шантаж сработает. И, судя по всему, он настолько был в этом уверен, что он до сих пор думает, что он может заморозить Европу. Как вот Игорь Эйдман сказал мне как-то в интервью, что он может ее только немножко охладить. Но заморозить нет, да, не тот климат и так далее. Да? То есть у него мысли продолжают иметь вид параноидальных, то есть желаемое вместо действительного. Но в части, касающейся ядерного шантажа, ядерных угроз, и там вот в 300 метрах был выстрел от Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе и так далее, да, и все знают, что это ядерное любое... Южноукраинская АЭС, Южноукраинская, не Запорожская. Да, Южноукраинская, да, прошу прощения. Но, значит, в Западной Европе и вообще после Чернобыля, да, все понимают, что это не может быть локальным событием. Никакое тактическое применение или это невозможно, потому что есть атмосферные фронты, все достаточно компактно, Европа очень близко, и натовские страны точно получат свою долю облучения, свою долю пыли. Там. То есть это угроза альянсу сразу, моментально. И он знает прекрасно, и это прямым текстом сказал сначала Борис Джонсон, сейчас Лиз Трасс сказала, прямым текстом, но британцы действительно всегда прямее говорят, чем в США, я думаю, это у них согласованная позиция такая, значит, такой Байден спокойный, невозмутимый, такой с ехицей всегда, да, он сказал, если я бы знал, как мы ответим ему, то я бы не сказал вам, да, это, на мой взгляд, говорит о том, что ему сказали, как ответят. Что ему сказали, как ответит. И каналы есть, безусловно, и Америка. Абсолютно, я уверен, вот этот случай не будет там как-то бояться что-то теперь, тем более ему уже сказать, когда заработала поддержка американская, когда Сбройные силы Украины погнали просто и показали себя, значит, свою эффективность и так далее, и оружие идет, и так даже Германия дает оружие и так далее, все тяжелые и все прочее, что он точно свои перспективы знает. Ну вот, зная свои перспективы в этой части уже точно, уже не предположительно, что Европа сдастся на шантаж, а Украина ляжет за один день, и все пойдут по домам, солдаты, офицеры и так далее. Вот насколько у него хватит яиц, как его описывают, все-таки он такой сиборитствующий товарищ, любящий, как фараон такой, да, вот, все известно, какие были фараоны, но не всем известно, какие они были полководцы, там, и что у них там получалось, не получалось. И это тоже для себя фараона корчит, а на самом деле, ну, все-таки, у него тоже есть страх, и его вот эти очередь за кнопкой, как ты сказал, но они тоже не хотят в пепел-то превратиться, они же понимают, что ответ будет. Вот какова тут твоя аналитика, сработает, не сработает, вот это. Ну и Китай, как ты говоришь, сказал, нам вот ядерная война точно не нужна, да? Ну, наверное, никому не нужна. То таких безумцев нет нигде вообще. Ну, даже Ким Чен Ыну она не нужна, я уверен, да?
Извини за долгий спич такой. Да не, все, как раз интересно было тебя послушать. Я думаю, что господин Путин, он не фараон, он именно царь. Он себя мыслит таким классическим, типа Иоанна Грозного, такой, который Казань брал, который, вот он завоеватель. Ну, я сейчас приструню холопов. Но вообще, Саша, Иван Грозный был плохим полководцем. Он взял Казань в период ослабления там определенного. Больше он фактически ничего не взял. И всем, чем он известен, это внутренними репрессиями и геноцидом как раз в Казани, за что и начали называть русских касапами, мясниками и так далее. То есть, как полководец Иван Грозный, даже в той комедии советской, да, там, не видно, что он полководец. Там войска такие, это не Наполеон, не Наполеон, скажем так. Да. Потешные войска. Так и этот такой же полководец. Другое дело его самомнение, в каких мультфильмах он снимается, в каких аттракционах участвует, какие там интересные конкурсы внутри Кремля происходят. Поэтому он же ведь живет в своих каких-то обстоятельствах, надуманных, в своих галлюцинациях. Поэтому он считает, что сейчас он соберет уже окончательно войско, значит, дожмет, войдет, все, что надо, возьмет, и потом точно так же он думал, что продавит этим газовым шантажом. Он же привык, с кем он общался. Он привык общаться с мягкотелым Макроном, он привык общаться с договороспособной Меркель, он привык общаться с абсолютным его там другом-сосиской Берлускони, Шрёдером и так далее, которые куплены им, как там, всех куплю. Все куплю. Ну а сейчас, Саша, даже Шольц уже звонит ему и требует вывести войска со всей территории Украины на 91 год. То есть Шольц уже начал угрожать такому великому фюреру. Шольц по прозвищу бухгалтер, да, в Германии. Ну, конечно, потому что, понимаешь, что Путин не учел? Путин не учел, что он вот этим своим населением очень плохого качества, населением, диковатым, необразованным, темным, да, послушным, конечно, рабским, но вот таким, то он не сможет воевать украинской армией, которая хорошо оснащена, которая хорошо вооружена и которая отлично мотивирована. И при этом имеет фактически неограниченный ресурс. Ленд-лиз еще не заработал, он в октябре начнет работать. И что тогда будет? И Путин прекрасно понимает, что в октябре начнется ленд-лиз, и что этому противопоставить? Только свежее мясо. Своих вооружений, высокоточного оружия у него нет, как там этот Венедиктов сказал. Туда 600 метров, туда вправо, влево 600 метров, вот и все. Так что никто не виноват, у нас просто оружие. Поэтому можно воспринимать его, эту армию путинскую, просто идут люди на прожарку. Они просто идут в мясорубку. Даже террорист-идеолог Захар Прилепин сказал, что у них там вот в этих частях, которые формируют, видимо, если не из зэков, то из людей подобного склада ума, значит, что там... Там все криминализированы. Все население. Понятно, да. Вообще, когда мы говорим о России, говорим про зэков, это очень смешно, потому что там где-то половина населения либо сидела, либо сидит, либо готовится сесть и воспринимает это как норму жизни. Я просто жил в российской провинции, я прекрасно знаю тамошние нравы. Да, это там и на свободе. Я тоже жил. Да, на свободе там... нравы как в тюрьме, ничем не отличаются. И в армии. Конвойники и конвойные. Все. Да. И конвоиры. Абсолютно, да. То есть ты не ответил единственный на вопрос, как это вот попытка культ массовый, полумассовый, там, я не знаю, какой мобилизации, как она может сказаться на морально-психологическом состоянии вот этого обывателя, который с сосиской во рту тянется за пивасом, да, потому что я всегда это буду повторять. В первые дни войны я брал интервью Леся Подровянского, украинского мытця, как мы называем, художника, писателя, интеллектуала, и он назвал русский фашизм ссыкливым. Я прошу прощения за это выражение, но немножко не телевизионный, но на самом деле это абсолютно точно. Именно ссыкливый, трусливый, скажем, да, фашизм. То есть наблюдать по телевизору одно,
идти туда уже совсем другое. А вот идти в атаку, это совсем третье. И вот количество желающих вот по этим 3 пунктам, оно вот как-то вот совсем так падает к низу. Так ли это на самом деле? Как, насколько соответствует эта бравада, значит, там и Прилепинская и так далее, реальным настроениям в широких массах? И сколько вот этих пассионариев, которые готовы удобрить собой украинскую землю? Захар Прилепин, я думаю, не готов удобрить с собой украинскую землю, точно так же, как Егор Просвирнин был не готов удобрить. Он удобрил с собой московский асфальт. Я скажу так, что среднестатистический глубинарий, он сидит сегодня с сосиской, а завтра, если ему скажут, иди, тебе больше, значит, либо в тюрьму пойдешь лет на 20, либо он пойдет как зэк, петлять. Авось пропетляю. Он точно так же пойдет, как зэк. У них у всех одинаковый менталитет. Они здесь не отличимы. Воевать они не будут. Там не за что воевать. Мотивации нет. Ну за что? За стиральную машинку? Не, ну деньги большие, послушай. Но для региона, Рязанской деревни, я не знаю, жив там кто-то еще, кроме узбекских рабочих, которые там, я знаю, работают, да, не пьют. Значит, бурятских сел, вот они особым зверством, говорят, все наши военные отличаются, да, где тоже, в общем, слаще еловой шишки ничего они яблоко не видели, некоторые, да, вот до такой степени там земля такая. До них все-таки, но, наверное, они все-таки тоже имеют конечное количество, эти люди, и придется уже затрагивать такие слои населения, так уже подкожные, которые уже, ну, как бы это им больно, не хочется. Но хочется видеть смерть чужую, там, разбомбленную ядерными бомбами Украину, но вот самим как-то в пепел или там в пакет, но нет. Вот правильно ли мое ощущение, или я не прав? Мобилизация – это не контракт. Не контракт. Денег там не будет. Называется, ты идешь в обмен на то, чтобы тебя не посадили и не сгноили в тюрьме. Угу. Поэтому они будут петлять. Там мотивации не будет такой. Там, называется, прожил день, в башку не попали, и слава богу. Вот как будет. Угу. О количестве. Я вот еще хочу сказать важную вещь. Против мобилизации есть два аргумента. Против всеобщей мобилизации. Первое – это вооруженные холопы. Ну, не хочется, чтобы масса холопов получили на руки оружие. Потому что это оружие, если что, я в этом плохо верю, в это не верю. Потому что они рабы. Но есть такой аргумент, что якобы это оружие может быть повернуто против самого режима. Я думаю, что скорее ближе к истине второй. Почему до сих пор не была проведена массовая мобилизация? И, скорее всего, я склоняюсь к тому, что это частично. Дело в том, что когда объявят массовую мобилизацию, станет известна вторая государственная тайна. Первая государственная тайна уже раскрыта. Это что вторая армия мира оказалась полным дверью. Это была первая государственная тайна. Вот она теперь уже все. Это секрет Пулишины. Все знают, что из себя представляет эта вторая армия третьего мира. И вторая государственная тайна, а сколько же на самом деле населения? Потому что после того, как будет объявлен всеобщая мобилизация, можно будет просчитать количество реально проживающих населения на территории РФ. И вот когда Китаю станет об этом известно, я думаю, что китайские товарищи очень даже прищурятся в сторону Сибири. Они сейчас-то так поглядывают искоса, низко голову. А вот когда это станет известно тем, что в России-то, простите, не 146 миллионов, как декларировалось по спецпереписи населения, год назад они переписывали, да? И придумывали там переписчики сразу же несколько семей, а вот дом пустует, а нет, в нем живут, и так далее. И что когда выяснится, что не 146 миллионов, а, дай бог, 78, вот тогда будет совсем другая
Кстати говоря, это важная ремарка, которую ты сказал. Я могу подтвердить, что когда была, ну, наверное, последняя перепись, я тогда еще жил в Москве, и никто никому не приходил. Миграцию населения никто не отслеживает. Куда, туда-сюда, обратно, никто не знает. Брали списки в ЖЭКах и не утруждая себя хождением, потому что никто, ну, в России, в этой криминальной России, несмотря на то, что она богатая была и так далее, все равно никто двери не хотел открывать, никто никому не доверяет, все боятся ментов, бандитов и так далее. Перепись правда нереальная была, да? Это правда. И тут действительно еще стоит подумать, сколько реально там живет. Ну, кстати, тоже повторяю часто, Россия не такая большая, как на карте. Она просто северная страна, и поэтому карта в этом месте, она же как арбуз, разрезанная шкурка арбуза, растянутая, да? Она растянутая. На самом деле Африка шире, чем вот в части Сахары, она шире, чем Россия от Калининграда до Берингового пролива, чтобы просто все понимали. Про население вообще не говорю, там про незаселенные земли, потому что все сконцентрировано как раз вот в этих областях: Белгород, вот этот, ну, вот таких более-менее теплых, Краснодарский край, ну, Москва, понятно, и большие города. Но теперь хочу про Китай уточнить. Есть такая версия, не глупый человек мне ее озвучил, что Китай благословил Путина на продолжение войны, вот на объявление даже войны, если он захочет, на мобилизацию, на все, на все, на все. Это как раз стыкуется с твоей версией, что они хотят, чтобы, ну, во-первых, они ничем не рискуют, они же не воюют, да, ну да, могут как-то помочь или хотя бы пообещать помочь, или пообещать помочь через КНДР или через Иран, или как-то вот это, но все равно это не будет открытый такой, вот мы вместе колонны там идем и так далее, да. Колоннами не только ездят вот по Дальнему Востоку, китайская армия. Там ленд-лиза от Китая не намечается. Ну вот да, ленд-лиза нет, а вот как бы приза можно, да, в качестве бонуса потом. И, значит, что, в принципе, Китай в ситуации абсолютно вин-вин. Удастся гипотетически, ну, мы понимаем, что не удастся, но удастся гипотетически Путину, ну, бог с ним, да, ничего страшного, да, мы Казахстан уже забрали, а все остальное так подберем, потому что он все равно будет обескровлен этой войной, санкциями и так далее. А не удастся, так и еще прекрасней. Как бы Украина надает, и все армия там будет то ли разгромлена, то ли разбежится. Все эти пассионарии будут утилизированы, значит, там на просторах этой России останутся работящие там жители среднеазиатских республик, там центральноазиатских, прошу прощения, да, вот. И как бы опять Китаю хорошо, чем больше вакуум, тем легче его заполнять, да, даже минимальным количеством китайцев. Я знаю, что они не очень любят жить на севере, но все равно, как бы, ну, территории есть, ресурсы есть, Байкал, условно говоря, есть, да, они могут одновременно и Монголию поглотить де-факто, да, там, экономически и так далее, обойдя ее там, да, гипотетически. Вот как тебе такой вариант мыслей, допустим, Си Цзиньпиня и китайского руководства в общении с этим вот маньяком, который решил как бы налететь на бутылку как бы с налета или на кол? Я думаю, что в твоих словах очень много рацио. И я думаю, что именно примерно в такой парадигме китайцы рассуждают. Что бы сейчас ни творил Путин, им это выгодно. Действительно выгодно. И я лично никогда не поверю, что Путин может победить в этой войне. Конечно же, у него война, она уже проиграна, но скоро будет оформлена де-факто, де-юре, все. А для Китая это замечательно. Это прекрасно. Это освобождается столько территорий, которые, пожалуйста, тем более, если посмотреть на карту Китая в китайских школах, что они показывают своим школьникам, они говорят, вот у нас Сибирь-то наш, Сибирь наш. Так знаешь, Саш, они даже могут ничего не оккупировать формально. Просто на развале России гипотетическом, да, там появляется Якутия с алмазами, с золотом, может быть, Бурят, Монголия там. Они мягко туда, да, просто заходят. Вот Казахстан. Зачем его завоевывать и контролировать армией такую территорию, если его можно контролировать по-другому? Вот и все. Посредством влияния, совершенно верно. Мягкого влияния, мягкой силы, влиятельной. Но такой несокрушимой влиятельности. Инвестиции, совершенно. Опять же, вложения там в добычу, там еще чего-нибудь там. Даже подачками местным элитам, взятки конкретно. Они очень любят взятки давать китайцы. Вот почему в Европе их не очень любят, это с Польши, например, их так отодвинули, потому что сходу с чемоданами денег заходили там премьер-министром еще в 90-е там, и так далее. Да. Ну, поэтому, да, я думаю, что вот эта мудрая китайская обезьяна сидит на берегу и ждет, когда проплывет труп ее врага, а труп ее врага это Россия, да, это империя,
которая встала на волосатые лапы с колен и принялась рычать на весь мир. Путин думает, что он хлестнется с Западом, но Запад еще не пришел, и он не придет. Если он прилетит, то только посредством Б-52. И после этого действительно мало не покажет. И товарищ Байден, и госпожа Ли Страс уже сказали: господин Путин даже не вступит. Саш, у нас остается 5 минут нашей программы. Я хотел бы обсудить то, что взбудоражило некоторым образом украинское общество, ну, по крайней мере, его часть. Ну, по крайней мере, часть, которая сидит в социальных сетях и что-то там пишет. Я-то предпочитаю общаться с людьми, близкими к фронту или находящимся в фронте, военным, там, волонтерам. Они этой фигней вообще не занимаются. Но аналитики, да, пишут, что вот Пугачева там отражает часть вот этого пассивного, молчаливого населения. Она же молчала все время. В Крым ездил Галкин там в 2014 году, там, может, еще когда. Она просто молчала. Ни Украины, ни войны, ни Крыма, ни оккупации Крыма, ничего нет. Спокойно попивала коньячок там где-то у себя там и жила себе спокойно на своей роялти, и как бы все нормально, да. Тем более... Там в грязи. Да, она беззаветно любит деньги, значит, и все у нее хорошо. И вдруг, откуда ни возьмись, да, ну, понятно, что там нет упоминания Украины, там наши мальчики, вот как у Альбац, то же самое, наши мальчики, да, у всех этих либералов, украинцев для них не существует, но я не про это, то, что вот у нас отреагировали на это так, типа надежда на то, что в России появится бурчание, шуршание, там, да, некоторые договорились даже до того, что поднимется там народ, да, ну, не то, что прям вот Пугачева поднимет, но с этого начнется, да. Вот насколько ты оцениваешь именно трезво, без вот этих уклонов в реакцию украинского общества, тут у нас свое, как бы, да. Вот насколько ты оцениваешь это влияние ее демарша такого определенного в любом случае. Он в любом случае позитивен, тут я ничего не обсуждаю, потому что он показывает трещины в их сознании, даже молчальников, которые большинство, вот этих молчаливых маньяков, равнодушных. Да? Вот насколько это может повлиять и как это может, во что это может вылиться, может быть, вместе с чем-то еще. У тебя 4 где-то минуты примерно. Но это ни во что не выльется ни в коем случае. Это просто, ну, известно, что когда Алла Борисовна вернулась, она первым делом сказала, что я хочу набить морду одному человеку. И через сутки Соловьев появился в эфире с набитой вывеской, у него ссадины на лице и так далее. Сразу же заговорили, в глубинах забурчало: Мадонна, это Пугачева, она смогла набить. На самом деле от ее заявлений ничего не произойдет. Это болото скоро затянется ряской, затягивается. То, что она высказалась, как там Бориска Горлицкий даже сказал, что ее речь, вот этот ее текст можно цитировать, не боясь подпасть под обвинение в фейке об армии и так далее. Он составлен настолько грамотно, тут я с ним согласен, он составлен настолько грамотно и обтекаемо, и про этих ребяток, жигуляток, которые там... Похоже, что вообще с адвокатами писали. Что писалась не она, может быть, даже и точно, если даже она, с адвокатами. Совершенно верно, да. Там адвокат руку приложил однозначно. Так вот, я думаю, что это не будет иметь никакого продолжения, потому что события будут развиваться настолько стремительно и в другом направлении, что этот демарш Пугачевой, естественно, никакого пугачевского бунта не будет. Там есть еще, кстати, такой тоже деятель шоу-бизнеса Разин. Еще там разота. Так что никакого пугачевского и разинского бунта не ждет. Это было такое пугачевское бунт-шоу, шоу-бунт или бунт-шоу, и ничего более. Ну, допустим, там кто-то тявкнула, она: «Эй, вы там наверху». Нет, ну просто я думаю, что это может сработать, Саш, знаешь, когда? Вот я же помню развал СССР. Когда это может, вот ее такие настроения, которые она транслировала, может сработать на равнодушие. То есть, когда посыпется, когда что-то начнет происходить внутри, такое, ну, как бы рейх начнет рушиться внутрь уже, да, вот, как Советский Союз рушился, что эти люди найдут себе оправдание, почему они не спасают свою страну. Ну, потому что вот Путин неправильно, вот Алла Борисовна сказала, Путин ввязался в войну, ну, типа, это же, как они все говорят, это же он, не мы, да, и вот на этой волне
россияне могут просто сказать, так, мы ничего не знаем, двери закрыли, все, сидим дома, включая там силовиков и так далее, и так далее. И последнее, что я хочу сказать. Еще год назад, даже 2 года назад, я констатировал, что партия выживальщиков в России победила. Но теперь эта партия выживальщиков постепенно мутировала в партию вымиральщиков. И как они будут вымирать, они уже вымирают, и вы это видите. И вы увидите, весь мир увидит, как они будут вымирать в режиме нон-стоп очень быстро. Это будет очень скоро. Да, ну даже есть такое определение, давно, ну, не знаю, кто придумал, объединенные арабские вымираты, значит, и со всех сторон, с точки зрения населения, с точки зрения так называемых элит и интеллектуальных способностей, очень похоже, что все так и действительно и есть. Я благодарю Сашу Сотника за то, что принял участие в нашей программе, подробно, спокойно все обговорили, выводы вы сделаете сами. Наш глядач телеканалу АТР – це людина будь-якої статі, де б вона не жила, людина розумна, людина, яка аналізує, яка порівнює точки зору, і почути точку зору Олександра Сотника, людина, яка щодня там на своєму каналі, на декількох каналах аналізує, і на Фейсбуці аналізує події. Фейсбука більше нет, мене випілили Фейсбук. Ну, розумію, так, розумію. Мій є, але його теж дуже приглушили, там обмежили. Ну, маємо те, що маємо. Свою війну тут окремо. Але дякую всім за підтримку. Дякую за те, що дивитеся АТР, за те, що допомагаєте. Російський рейх буде зруйновано. Слава Збройним силам України. На все добре, до нових зустрічей. Дякую, пекне. До відання.